Сегодня исполнилось 97 лет со дня образования ингушской автономии. Знаменательное событие произошло 7 июля 1924 года. В 20 веке ингушский народ прошел через сложные испытания на пути воссоздания своей государственности. А сегодня Ингушетия – один из самых молодых регионов в составе России. Историческая хроника в репортаже Рины Цичоевой. Как отмечают историки, образование Ингушской автономной области не было явлением случайным и спонтанным воле одного человека или общественной политической организации. Это было результатом исторического развития Ингушетии, прошедшей через определенные этапы роста национального самосознания. Немного истории. 20 января 1921 года Терская область, в состав которой входила и Ингушетия, была преобразована в Горскую автономную Советскую социалистическую республику. Уже 3 года спустя, 7 июля 1924 года, Горскую ССР ликвидировали и на ее территории создали Североосетинскую, Чеченскую и Ингушскую автономные области, Судженский казачий округ и город Владикавказ как самостоятельная единица. В ряде административных образований Ингушетия уже имела определенный опыт администрирования, были уже и собственные лидеры, которые имели опыт управления. И, в принципе, этот 1921 год, когда была образована Горская республика, у нас оказались люди состоятельные участвовать в управлении своей республики. И они сделали очень большие успехи в достижении именно тех успехов становления нашей государственности, которые уже к развалу Горской республики смогли самостоятельно стать у управления республики. Новый этап жизни для ингушей начинается 7 июля 1924 года. Эта дата значима тем, что именно тогда впервые образована ингушская государственность. Автономная область имела огромное значение. Перед ингушами были открыты новые дороги развития. Именно тогда получила развитие образования и культура. 10 лет самостоятельной автономии, начиная с 1924 и по 1934 годы. Эти были годы не просто ингушской самостоятельности, а это были годы развития нашей республики. Это были определяющие годы, когда темпы промышленного развития, темпы социального развития, они имели значительный успех. И даже если обратить внимание на тот факт, чего не было в последующие десятилетия нашей государственности, именно в 1924-1934 годах на нашей территории были созданы порядка около 20 предприятий легкой и пищевой промышленности. Даже этот факт говорит о многом. Развивалась не только промышленность. Ингушетия стала первым субъектом Северокавказского края, который составил свой алфавит. У нас была латинская графика, развивалась и школьная сеть. Был образован Ингушский педагогический техникум. Большое значение имело создание научного института. Все это стало базисом для будущего, но ряд обстоятельств помешал дальнейшему развитию. Не готово было к тому, чтобы делать такие позитивные продвижения. Это было связано с рядом объективных и субъективных причин. Конечно же, главная причина была в том, что это была причина объективная, по которой власть хотела усилить свое влияние в регионах. И по этой причине происходили дальнейшие изменения, которые мы увидели по факту. В 1934 году Ингушетию и Чечню объединили в Чечено-Ингушскую АССР. Административный центр, структурные органы и культурные объекты были сосредоточены в Грозном. Ингушетия же становится преимущественно аграрным районом Объединенной Республики, по сути не имея ни статуса, ни экономики. На всенародном референдуме в 1991 году подавляющим большинством ингуши проголосовали за сохранение статуса российского региона. Мечта целого народа стать самостоятельной единицей государства сбылась через год. Образовать Ингушскую республику в составе Российской Федерации. День государственности Ингушетии у многих больше ассоциируется с этой датой – 4 июня 1992 года, когда на карте России появился новый отдельный регион в составе страны. Ингушская государственность вновь была возрождена. Ингушетия сегодня самостоятельный субъект с богатой историей и большими достижениями. Пройдя через сложные этапы своего развития, региону удалось занять уверенное место в российском государстве. Рина Цичоева, Магомед Белакиев. Новости 24.